Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. О чем вам важно узнать до пятницы? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Задайте вопрос от своего имени. Так и спросите, о чем мне важно узнать до пятницы. Ну, не мне, а вам, мои дорогие зрители. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть держись, вводит моими руками, пусть откроет нам то, что сейчас у нас скрыто, о чем уже услышать и узнать. Так, понятно. Семерка, двойка, семерка. Вам дважды что-то придется сделать для того, чтобы достигнуть цели. Две попытки, да? Либо со второй попытки дело увенчается успехом. Здесь нет легкого пути, либо нет легкого решения. Вот как первая попытка у вас комом идет, либо будет неудачной. Но вы не сдавайтесь, вы продолжайте. Через двойку, да, вот второй раз делаете, семерку получаете. Да, звучит не очень обнадеживающе, но с другой стороны, не все дела сразу спорятся. Кому-то потребуется 2 дня на то, чтобы получить семерку результат, а кому-то 2 попытки, да, либо со второй попытки дело увенчается успехом. Вы, главное, не расстраивайтесь, ручки не опускайте, да, наоборот. Если что-то не получается, что утраиваем усилия и добиваем свою семерку. Семерка вам свыше обещана, но только через двойку, со второй попытки, либо в течение 2 дней. Вот, не сдавайтесь, не надо вот этой слабости, она вам не к лицу. Вы сильный, мощный человек, вы свое должны от жизни брать. Не все у всех сразу получается. Это не значит, что нужно отказаться, это значит, что нужно усилиться, да, либо приложить больше усилий. Вот здесь смотрите, какой у вас прекрасный олень, с какими шикарными рогами. Олень вообще крутой знак. Это соларный знак. Часто очень олени, они именно солнце означают, а их рога — это значит солнечные лучи. У вас в самом корне рисунка. И здесь у меня девушка встречает этого оленя. За спиной у нее звезда горит. Исполнение мечты, исполнение желания. Что-то, либо кто-то сделает вас очень счастливой. Возможно, вы ждете человека, возможно, вы ждете от человека каких-то действий. А может быть, вы на что-то загадали. Звезда за спину заходит, оленя вы встречаете. Точно исполнится, 100% исполнится. Девушки, женщины, мои хорошие, мечтам вашим исполнится, о чем бы вы ни мечтали. Особенно, если мечта ваша связана именно с другим человеком, либо действиями другого человека. Прям в ручке вам этот олень бежит, причем бежит справа. И это тоже о многом говорит. Будет по-вашему, либо так, как просили, так, как надеялись, так, как заказывали, как загадывали. И все исполнится. Так, а вот здесь вам предупреждение. Не нарушай закон, не нарушай правил, не нарушай свое слово. Да, это тоже может быть, потому что нарушение чревато очень серьезными последствиями, которые очень долго вам придется разгребать. Опять же, вы все у меня разные, меня смотрят и мужчины, и женщины. Будьте максимально, предельно осторожны и соблюдайте все правила, все законы, все предписания, все инструкции, да, может быть, даже в обращении с какими-то гаджетами. Все соблюдайте, ни в коем случае не нарушайте. И тогда будет все хорошо. А вот если нарушите, последствия будете разгребать в течение месяцев 2-3, а то и более, понимаете? Особенно все, что касается нарушений закона. Соблазн велик, да, мы,
повсеместно видим, как люди нарушают, при этом им ничего за это не бывает, как-то вот с этим живут, наоборот, даже лучше живут, чем те, кто не нарушает. Но вам нарушать запрещено. Что бы это ни было, еще раз, законы, правила, инструкции, там, правила дорожного движения, пользование какими-то предметами, да, гаджетами, ни в коем случае не нарушайте. Нарушение последствиями чревато. Вот именно так показали. Даже дорогу переходите в правильных местах. Правильно, да, на пешеходном переходе, на зеленый свет светофора, да, там не перебегайте. И не думайте, что раз другим можно, то вам тоже можно. Других, может быть, в другой раз спросят, но вам нельзя нарушать. Если у вас какие-то замыслы с кем-то там где-то там договориться, либо какой-то маневр такой хитренький сделать, не делайте, откажитесь от этих мыслей. Вот прям показано, что чревато. Вот здесь нам говорят о том, что кто-то сдержит свое слово вопреки текущей ситуации. Кто-то сдержит свое слово. Но мне идет, что это образ мужчины. Да? Мужчина, который что-то пообещал. Возможно, вы поссорились, возможно, не общаетесь, возможно, у него какие-то проблемы. Но поверьте, на вас он найдет время. Либо на то, чтобы выполнить свое обещание. Слово будет сдержано. Вот. А вы там не нервничайте, не дергайтесь. Все будет сделано в лучшем виде. И также, мои хорошие, у кого там свидание на носу, скажем так, то свидание ваше точно состоится. Не сорвется, точно состоится. Все будет на высшем уровне. Прям удовольствие получите от своего свидания. Дальше, мои хорошие, здесь у вас 5 в 3 переходит. Человек то ли на букву А зовут, то ли на букву Л. Фамилия, имя А.Л. 5 в 3 переходит. 5 – это конфликты, это скандал, это такое, знаете, жесткое непринятие, да, антипатия. 3 – это сотрудничество, это и дружба, может быть, и родственная, может быть, и такое теплое общение между людьми, даже взаимовыгодное общение. У вас конкретно 5 в 3 перейдет, но вам для этого ничего делать не надо, да? Все уже решилось, либо человек для себя уже решил. Может быть, человек ошибался по поводу вас, может быть, человек уже пожалел, что к вам как-то вот, не по-доброму относился, да? Либо видел вас врага, либо антагониста. Уже все поменялось. В следующий раз, когда вы встретитесь с этим человеком, у вас точно проблем не будет. Наоборот, вы прям ахнете, да, потому что человек, даже стул у меня скрипнул, вы ахнете от того, что человек к вам так по-дружески, по-доброму, по-теплому раскрывается, да, к вам раскрывается. Не отторгайте этого человека, а лучше протяните руку, пожмите, да, руку этого человека, и пусть у вас будет 3. Все-таки лучше дружить, чем ругаться. Правильно? Зачем вам это все напряжение? Зачем вам эти все скандалы и конфликты? Да, человек, скорее всего, ошибся. Либо тогда вы просто под горячую руку попали, да? Может, человек расстроен был. Теперь все у вас будет по-другому. Ситуация уже поменялась. Вот. Не бойтесь встречи с человеком на букву А, либо Л. И еще. Вот здесь показан какой-то блок. Но этот блок, он как рукотворный, может быть, там человек что-то о себе возомнил, да, там вершитель судеб. Этому дам, этому откажу, с этим соглашусь, пропущу, не пропущу. Вот как-то так себя ведет, как слишком много на себя берет. Если вы столкнетесь с блоком, да, когда вас не принимают, не пропускают, волком на вас смотрят, косятся, как-то, вот знаете, надменное такое поведение. Не молчите, не молчите. Идите, жалуйтесь вышестоящему начальству, жалуйтесь во все инстанции. Да? Не надо смиренно принимать то, что вас пытаются принизить. Кем бы ни был этот человек, поверьте, на него либо на нее управа 100% найдется. И если вы покажете, что вы молчать не будете, что вы не смиритесь с таким отношением и поведением, человек испугается, поверьте, вот испугается, прям дрогнет поджилочка у человека, и вы свое получите. Либо получите достойное обращение, либо добьетесь того, что вам было необходимо. Вот мне идет, что какая-то вот как бюрократическая
гаечка на себя слишком много взяла, либо болтик, да, слишком много на себя возьмет человек и будет вот таким вот вершителем судеб. Но этого человека легко усмирить, да, легко укротить, зная свои права и не стесняясь об этом говорить. Вот. Но это не про скандал, это не про ругню, это про то, что вы просто так скажите: я пойду жаловаться. Я вашу позицию выслушала. Если у вас действительно есть такие права, пусть ваше вышестоящее руководство мне объяснит, на каком основании мне недоступны какие-то сервисы, либо услуги, либо то, что мне необходимо. Вот и все. Да? И вот вижу, что человек дрогнет. А если вы так кивнете, испугаетесь и развернетесь, ну, вы ничего не получите. Тут бояться нельзя. Бояться нельзя, и нужно знать свои права. Вот. Закон надо знать, права надо знать. Вот и все. И не будет этого сопротивления. Еще здесь показывают ключ. Ключ короткий. Тут либо буквально в ближайшие часы, в ближайшие дни раскроется какая-то тайна, либо если вам необходим был ключ, от чего бы то ни было, да, то этот ключ вы получите. Ключ короткий, то есть в самое ближайшее время ключ будет лежать у вас в кармане. Либо тайна перед вами раскроется, вы всю правду узнаете. Еще здесь женщину показали. Женщина в лодке куда-то отчаливает. Отъезд какой-то женщины очень сильно повлияет на ваше будущее, на вашу жизнь. Она уезжает, есть какая-то необходимость ей куда-то ехать. До последнего она то ли молчать будет о своем отъезде, а вы уж как по факту узнаете. Эта женщина противная, строптивая, агрессивная, крикливая. Ее не будет. Вот, она уедет и не будет делать вам нервы, и вам не придется с ней как-то соприкасаться, сталкиваться. Вот какая-то женщина уедет. А вот здесь показано, что вами кто-то очень сильно заинтересуется, у кого-то в личном плане, у кого-то в деловом плане. И человек прям будет добиваться общения с вами, добиваться разговоров, встреч с вами. Человек ничего дурного не имеет, но просто это какой-то новый человек. Может быть, вы не сильно расположены с новыми людьми встречаться, может быть, у вас время ограничено. Но если вы пообщаетесь, вы ничего не потеряете. Возможно, даже обретете, выиграете. Человеку есть что вам предложить, либо общение с этим человеком чем-то хорошим может для вас обернуться. Не отказывайтесь от новых знакомств, не отказывайтесь от новых встреч. Поверьте, вам это на пользу пойдет. Ну вот как интерес у человека. У кого-то личный, у кого-то деловой. Так, еще показан какой-то, ну не знаю, алкоголь, скорее всего. Воздержитесь. Там алкоголь какой-то, ну он то ли не настоящий, фальсификат какой-то, а может быть кто-то что-то будет мешать, типа коктейлей, да, делать. Если пить, то пить чистый проверенный продукт. Алкоголь, ну вот здесь как намешанный мне идет. Намешанный. Либо вообще отказываетесь, да, чтобы не было неприятных последствий, либо употребляйте чистый продукт. Потому что здесь что-то вот не то с этим алкоголем. Очень сильно может болеть голова, да, очень сильное похмелье может быть. Причем, ну вот как и рот у кого-то может открыться. Лучше не надо. Вот избегайте. И избегайте, мои хорошие мужчины и женщины, тем более, знаете, среди недели оно вам ни к чему. Да? У вас дела, у вас задачи, у вас жизнь, работа, семья. Ну зачем вот это все? Не мешайте, ничего не мешайте, не смешивайте. Если предлагают, отказывайтесь. Если потребляете, то чистый проверенный продукт, да, который не вызывает сомнений в качестве, в производстве, да, откуда вообще оно пришло. Вот как-то может для вас этот алкоголь, ну, вернее, на вас может как-то пагубно повлиять, и последствия будут очень невеселые. Может там пригубить, да, пару глоточков сделаете, а последствия будут прям очень серьезные, как на несколько суток можете из жизни выпасть. Вот оно того не стоит. Дальше показывают про мужчину. Мужчина весь в делах, в заботах, ему, бедненькому, некогда голову поднять. То ли вы ждете от этого мужчины звоночка, весточки, а он вот никак, да, либо там какие-то короткие смс-ки вам отправляет. Очень сильно занят. И это именно работа. Это не гульки, это не женщины, это не развлечения.
Это именно работа, которая занимает все его время. У него свободного времени вообще нет. Человек вот безвылазно сидит на своем рабочем месте, загружен по уши, и ему, извините, в туалет некогда сходить. Вот, поэтому сильно там не нервничайте на него, не обижайтесь. Но человек действительно о пределе и очень сильно занят. Вот поэтому особо как-то время вам выделить не может. Да, о вас думает, да, о вас вспоминает, но работа как бы требует свое. Слишком загрузили этого мужчину. Ну вот как где-то он находится, и обычно, возможно, вы там среди дня созванивались, переписывались, а сейчас этого не будет. Не будет только лишь по одной причине, потому что работа, и он очень сильно занят. Дальше показывают мне какое-то предложение сомнительного качества. Либо это предложение, эта услуга, допустим, не стоит тех денег, которые за нее просят. Поищите в другом месте, поищите другие варианты, поспрашивайте у своих знакомых. Вам как будто бы хотят навязать какое-то предложение, которое оно никчемное, оно несостоятельное, оно ни о чем. Вот особенно если это касается ухода, красоты, косметологии, может быть, даже каких-то других услуг. Ну, в общем, деньги возьмут, а результат будет так себе. Либо придется вообще переделывать. Вот, лучше поищите в другом месте. Вам, может быть, там скидочку будут обещать, может быть, какие-то купоны там, типа скидочные, еще что-то. Ну, мне не нравится это предложение. Вижу, что будете недовольны, будете потом переделывать. Ну, либо как-то исправлять то, что вам сделали, может быть, даже в домашних условиях. Нет, там что-то нечисто. Вас прям туда зазывать, затягивать будут. Не соглашайтесь. Так, номер 1. Для кого-то вы станете номером 1. Здесь как люди сидят на вас, смотрят, от вас отмашку ждут. То есть как вы все решаете, вы всем рулите, вы всем заправляете. Вокруг вас люди соберутся, 2-3, вот как-то так мне идет. И все ждут от вас. Вот что вы скажете, то и не буду делать. Без вас, как без рук, да, как без головы. Может быть, вам не совсем это понравится, но с другой стороны, да, от вас очень много людей будет зависеть. От того, как вы будете с ними общаться, что вы будете им говорить, что советовать. Ну, либо без вас никакое дело не будет сделано. Да? Людям нужен контроль, либо людям нужны какие-то четкие инструкции. Может быть, люди не соображают, что им делать. Вот как от вас все будет зависеть. Это ответственность, но с другой стороны, это в ваших интересах. Так и показано. Дальше. Закрывайте двери. Закрывайте дверь, либо дверь должна быть закрыта. Может быть, у вас такая привычка, да, вы заходите, забываете закрыть дверь. Может быть, дети, да, туда-сюда бегают, там не закрывают. Дверь должна быть закрыта, чтобы какие-то неприятные люди не оказались на вашем пороге. Может быть, те, которые вот продают что-то, ходят по квартирам, либо еще что-то делают. Закрывайте двери, закрывайте калитку. Если у вас животные дома есть, тоже обязательно закрывайте. Там, я знаю, люди некоторые проветривают квартиры, да, открывают на лестничную площадку дверь. Вот этого делать нельзя. Не надо этого делать. Воздержитесь. До пятницы точно воздержитесь. Надо закрытой дверь держать. Четко показали. Так, проблема на работе у кого-то. Но не с работой, а с какими-то людьми, либо с каким-то человеком. Может быть, из-за какого-то человека возникла проблема с другими людьми. Не могу сказать вам точнее, тут не очень понятно показано, но скоро все забудется. Вот здесь речь идет о том, что скоро все забудется. Как потеряет смысл и значение та ситуация, которая происходит сейчас. Вот как уйдет. Уйдет, на нет сойдет, причем очень быстро. То есть до пятницы, да, уже все про это и забудут. Никто на это внимание не будет обращать. Ни во что не выльется, да, ваша проблема. Наоборот, она схлопнется и закроется. Не переживайте. Какую-то поездку вам придется то ли отменить, то ли перенести. Поездка. Вы то ли очень хотите поехать, то ли наоборот очень не хотите ехать. Но вот показано, что есть объективные причины, по которым вы будете отменять либо переносить. И никуда от этого не деться. А вот здесь показывают разговор, скорее всего, по телефону. Разговор с кем-то приятным для вас, но человек будет в плохом состоянии, и вам то ли утешать придется, то ли успокаивать.
знаете, вот прям прочувствуете боль этого человека. Вы бы для этого человека весь мир отдали, но, к сожалению, вы в данном конкретном положении, да, ничего сделать не сможете. Вот какие-то слова будете подбирать, и потом еще будете думать об этом человеке, переживать, да, вот какой-то момент показан. Может быть, друг, может быть, подруга, может быть, кто-то из родственников, да, вот как эмоциональную поддержку вы будете оказывать. Да? Возможно, человек именно ради этого с вами созвонится, чтобы поделиться, чтобы услышать слова поддержки. Вы замечательный друг, либо вы замечательный родственник, ну, всем бы такого, да. И еще очень такой человек восприимчивый. Воспримите как свое собственное, да, еще думать об этом будете. Возможно, даже успокоительное вам потребуется. Так, что-то хорошее случится, причем независимо от вас. Тут судьба уже решила что-то хорошее вам послать. Я не могу конкретизировать, что это. Но это что-то, что вас действительно улыбаться заставит. Либо счастливым себя почувствуете. Здесь вот что-то происходит, чего давно не было, либо что не предвещало, не ожидалось. Да? И вы в таком изумлении, в таком состояние полета, да, у вас крылья за спиной, прям придаст вам силы, придаст вам бодрости и веры в лучшее, да, вот как хорошее какое-то событие произойдет. Прям очень вам будет приятно. А вот здесь пропажа у кого-то найдется. Что-то у вас пропало, либо вы что-то недавно искали, найти не могли. Найдется. Причем найдется в самом неожиданном месте. И, скорее всего, туда эту вещь кто-то положил. Положил и забыл. Возможно, даже и вы положили и забыли. Но вот вижу, что предмет либо вещь обязательно найдется в очень неожиданном месте. Кстати, вы эту находку сразу себе туда приплюсуйте в хорошие знаки. Ведь это действительно хороший знак. Тут, скорее всего, как ангелы подведут, либо хранители подведут, да, возможно, вам вещь просто необходима, либо этот предмет просто необходим, либо вы очень сильно распереживались, да, и все никак не могли в себя прийти после обнаружения пропажи. Ну вот найдется, мне идет, что найдется. А если у вас что-то кто-то украл, то, скорее всего, подкинут. Здесь четко, да, пропажа найдется. Тайный, кто-то прячется. Тайный поклонник, скорее всего, тайный наблюдатель. За вами кто-то следит, прячется. Но как бы человек не прятался, вы все равно это будете чувствовать. То есть вас просто будет не покидать вот это ощущение, что за мной кто-то следит, кто-то за мной подсматривает. Да, это так и есть. И этот человек очень сильно вами заинтересован, вернее, вас заинтересован. И у человека на вас далеко идущие планы, намерения. Но человек, видите, в силу каких-то обстоятельств, либо внутренних убеждений, пока себя не раскрывает. Но да, действительно за вами будет следить. Еще мне показывают женщину на крысу похожа. А может быть, она по жизни крыса такая, знаете, вот пакости, гадости, стучит на всех, жалуется на всех. У кого-то на работе, у кого-то по соседству. Эта женщина, с ней что-то происходит, либо с ней что-то произойдет, что ее утихомирит, усмирит. Вот как потише она станет. Либо, в принципе, да, как-то вы ее видеть особо не будете. Что-то с ней произойдет. Может быть, приболеет, может быть, травмируется, может быть, кто-то с ней разберется. В общем, прям не видно и не слышно. Вот женщина на крысу похожа. И еще здесь показано, что вам важно о чем-то не забыть. Не забудьте, повспоминайте. Вспоминайте свои планы, вспоминайте свои обязательства, вспоминайте какие-то важные даты. Вы что-то должны не забыть. Это очень важно. Если забудете, могут быть последствия. Либо расстроитесь, либо кого-то расстроите. Повспоминайте, что у вас было запланировано, что вы кому говорили, что вы кому обещали, кто вам что обещал, что вы должны были сделать. Да, вот обязательно сделать. Вспоминайте. Вот вы должны что-то вспомнить. У вас еще есть время, и поэтому вспоминайте. Главное, чтобы вы какой-то день, либо дату, либо время, вот чтобы вы не пропустили. Это важно. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.